типичный выход. Несмотря на то, что Марсель явный андердог, я считаю, что у него есть большие шансы победить. Он прошел хороший лагерь в Таиланде именно по боксу. Готовился 3 месяца. Ой, сразу пошел вперед. Еркебулан говорил, что в ближайшие 21 и 20 секунд нокаутирует. Посмотрим, насколько это будет правда. Попадает слева. Ну и хорошо отвечает Марсель, да. Марсель попадает, идет вперед. 20 секунд уже вроде позади. Вот опять же, как базовому борцу Марселю нужно 20 секунд позади, но нокаута все еще не было. Клинч навязать. Идет вперед. Получает. По корпусу хорошо от Марселя. Раскачивает Еркебулан. Начало очень насыщенное, агрессивное. Марсель идет вперед, но Еркебулан встречает его. В стиле Дастина Порье поправляет шорты Марсель. Порье это всегда было предвестником чего-то жесткого. Смотрим, как будет сейчас. Но Марселю нужно сближать дистанцию, учитывая тот факт, что у Еркебулана антропометрические данные намного, руки длиннее, стойка шире. Нужно сближаться Марселю в любом случае. Ну и стараться обрабатывать также корпус оппонента, чтобы пытаться просадить. Попал, да, вроде попал. Очень хорошо. Марсель еще раз. Еще раз попал. Показывает Еркебулан, что его ничто не шатнуло. Ой, еще раз попал. Марсель. И еще разок очень хорошо. Вмешивается Дмитрий Владимирович. Там, по-моему, ловит кураж потихоньку Марсель. Пока Еркебулан выглядит немножечко растерянным. Ну и Владимирович призывает Марселя слушать команды рефери. В частности, остановку боя. Пальцы в кулак. Так, небольшое затишье справа по воздуху от Марселя. Идет вперед Марсель. Я так понял, что Еркебулан будет встречать его на отходе и работать вторым номером. Но первый раунд уже позади. Стоим, ребята, еще раз. Ему Марсель. Я тебя сниму сейчас. Хочет извиниться, но он его оттолкнул от себя. Ну, первый раунд, я считаю, за Марселем. Когда вспоминаешь... Еркебулан говорил, что в первые 20 секунд нокаутирует этого парня. Ну, как минимум этого не получилось. И вопрос, получилось ли хотя бы первый раунд забрать. Вопрос в том, ли получится одержать вообще победу. Потому что Марсель настроен достаточно серьезно, учитывая то, как он провел первый раунд. Да, и дальше он просто только кураж может ловить. Просто вот к концу... выглядит, на мой взгляд, немножко растерянным. К концу раунда у него уже взгляд не ожидал он этого от Марселя. Не ожидал он, то, что Марсель даст настолько сильную оппозицию ему. Марселю не терпится уже пойти вперед, пока начнется бой. Видно, что поймал он своего рода кураж. Слушай. Токтар уже во всей готовности. Руки подняты. Марсель идет вперед, занимает центр ринга. Вроде попадает, попадание слева. Да, я думал, что на старте раунда Еркебулан все-таки попробует опять пойти вперед, как это было в первом отрезке, но Марсель... Идет вперед, еще попадание, еще здесь, попадание. конечно, Марселю не заиграться бы еще тоже. Хватит ли у этого парня бензина на всю дистанцию? Вот, кстати, в функционале у них я вообще не сомневаюсь. Как будто бы участники главного боя подошли максимально ответственно к своему статусу. Токтар работает все вторым номером, выжидает своего соперника. Марсель дергает и выжидает. Также не идет он уже вперед. Сейчас будет взрывная атака от Марселя, скорее всего. Ой, да. Еще попадание от Марселя. Но я думаю, Марсель уже понимает, что он ведет этот бой, насколько мне кажется. Да, главное не сбавлять ему оборотов, потому что Еркебулан тоже может почувствовать и переломить ход боя. Минута осталась второго раунда. Не знаю, что ждет Токтар, но Марсель явно уже ждет, пока раунд закончится. Слишком резво начал, но сейчас уже
Либо же, Сейчас чтобы слева раунд будет закончился, атака, да, либо- собственно, так и происходит. Я думаю, если Токтар ничего не изменит в этом бою, то тяжело будет ему добыть Активно победу. работаем. Призывает Дмитрий Валерьевич к активности. Ой, Слева какое жестко. попадание попал. Ну, может показывать, что ничего не было Но мы- Еркебулан, но акцентированный панч был очень точный и увесистый. Да, не поплыл, это круто. Еще попадание. И Вот сейчас уже чуть-чуть двойка, поплыл. да. Вот это двойка чуть шатнуло. Очень ярко проявляет себя Марсель. Хочется... Ой-ой-ой. Жестко. Ой, играет тоже на публику играет. Хочется отметить тот факт, что Марсель перешел вообще в бокс из мира дзюдо, самбо и вольной борьбы. Пришел и дерется по правилам бокса. Но таким Можно сказать, Mind Games стихи. еще показывает на центр клетки. Он идет к своему оппоненту. Как я и говорил, он поймал кураж. И это видно. 2-0 выигрывает. Марсель очень себя хорошо показывает. Ну и прекрасное настроение в углу, естественно. Ну, главное, наверное, сейчас опасность для Марселя и тех, кто за него болеет, если он заиграет. Пока ребята отдыхают, хочется передать огромный привет своему городу Кисловодску. Всем моим родным и близким, кто смотрит, наблюдает прямой эфир. Кислый великий. Кисловодск. Кислый великий. Две минуты осталось в этом поединке, и узнаем мы официально, Шаг кто же назад. сильнее Стоим, стоим. в противостоянии. Шаг назад. Стоим. Я думаю, если Стоим, Токтар не ждем, завершит стоим. этот раунд досрочно, не удосрочит своего соперника, то победа за Марселем. Пошел вперед, Токтар. Пошел вперед. Понимает, что нечего терять, нужно рисковать. Да, ну сейчас может Но еще и насколько Марсель будет этот подловить риск тоже. оправдан? Насколько риск будет оправдан? Терять Ведь абсолютно Марселю- нечего. Нужно идти вперед. Нужно рисковать. Без этого точно уже никак не выиграешь. Опять же, если судьи считают бой точно так же, как и мы, и увидели 2-0 Но опять против же идти, Марселя. сломя голову вперед, Ну, не с а что холодной остается? головой. Все понимает прекрасно Токтар. Понимает, что проигрывает 2 раунда. Прижимает... О, еще попадание от Марселя. И Прижимает вот к клинч. сетке. Очень вовремя. Остается команды. 1,5 минуты. Сможет ли за минуту 20 отправить в нокаут Токтара? Ну или хотя бы Или- нокдаун, чтобы сравнять счет чисто на судейских записках и сделать 10-8 в третьем раунде. Задача очень сложная предстоит в данный момент Токтару. За минуту отправить в нокаут будет крайне непросто. Опять же, нельзя исключать потенциальные варианты с ничьей. Если будет оформлен нокдаун, то 10-8 в третьем раунде. Таким образом, я на судейских думаю- записках будет ничья. Я думаю, Меньше что минуты этот Марсель бой- все видит. я думаю, что этот бой И хорошо пока 3-0. попадает сам. пока 3-0 забирает Марсель. Да, Еркебулан так и не смог найти ключики пока что в защите Марселя. Но Остается 25 секунд на табло. Нурланбек просто по ходу поединка только набирал и набирал. Апофеоза это, конечно, достигла во втором раунде, ближе к середине поединка. Ну и сейчас спокойненько ведет дело к победе Марсель. Остается 10 секунд до конца этого боя. Ну, я думаю, можно Посмотрим, говорить, что что О, Марсель, еще раз подшатнул. Марсель увеличивает свой превосходный рекорд.